С покрытого снежным покровом поля сотрудники Россельхозцентра берут пробы земли вместе с проросшими ростками озимых культур. Специалисты проводят отбор по диагонали каждые 30-100 метров. Затем растения помещают в специальные ящики. Конец зимы выдался особенно холодным. В некоторых местах высота снежного покрова достигает 20 сантиметров. Как зимуют ростки, станут проверять уже в лаборатории Россельхозцентра. Сначала пробам дадут оттаять, затем их вымоют и проверят на жизнеспособность. Определяют состояние побегов по донской методике. До конца отрезаем корни, корневую систему. Потом растение от узла кущения до сантиметра, 1,5 сантиметра обрезаем. И на следующие сутки, через 12 часов, или через сутки в основном мы смотрим при температуре 24-26 градусов, смотрим, насколько растения отросли. Если растение больше 3 сантиметров, то состояние оценивается как хорошее, если меньше – удовлетворительное. А если роста вообще нет, значит растение погибло. Сотрудники Россельхозцентра уже провели 3 такие проверки. В январе у нас были обследования, сейчас февральские обследования плановые. Мы обследовали около 2000 гектаров. Где-то, можно сказать, более 60% посевов у нас находится в данное время в хорошем состоянии. Но еще все непредсказуемо, все зависит от погодных условий, что будет впереди. Нам еще надо в дальнейшем смотреть, обследовать и по результатам будем оценивать. Специалистам важно проверить состояние озимых культур, чтобы ингушские аграрии были во всеоружии. Фермеры, исходя из ситуации, вовремя смогут среагировать и минимизировать риски потери урожая. Если данная культура полностью считается погибшим, то придется полностью перепахать или перейти на яровые культуры, подсев какой-то произвести, заменить данную культуру другой культурой. Уже здесь ничем не поможешь. Мониторинг состояния озимых культур в зимний период является важным шагом для обеспечения успешного сельскохозяйственного сезона. Регулярные проверки позволяют агрономам принимать своевременные меры для защиты посевов, что способствует повышению урожая. Адам Мережков, Адам Гулоев, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.